Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Неприятная погода. Ну, конечно, не устраивает. Хотелось бы уже, чтобы зима была. О масштабе последствий расскажет Дмитрий Аринин. Всемирный потоп городского масштаба. Я больной человек, и жена вот такая же, так? И что будет? Кто будет за это отвечать? В эти дни жителей сразу же нескольких домов затопило. С ними пообщался Тагир Валиди. Продолжение громкого дела. Вскрыли окно, перерезав металлические прутья и вытащили сейф. Сегодня суд продлил арест налетчиков на отдел Следственного комитета. Все подробности у Рамиля Галиуллина. Курсы татарского для муниципальных служащих, новые подходы для учителей и родные языки в метро. У нас проживает много разных народов. У каждого народа, у каждого языка есть свои какие-то интересные вещи, есть интересные фишки. Об итогах года родных языков в Казани Лина Зинатуллина. Такого не было 69 лет. На центральную полосу России обрушились небывалые для ноября осадки. Все это результат влияния европейского циклона «Бенедикт». Сегодня до конца дня в Казани может выпасть около 40% месячной нормы. В городе уже заторы на дорогах, затоплены ливневки, обесточен ряд домов и светофоров. Какие меры предпринимают коммунальные службы и какая ожидается погода завтра? Дмитрий Аринин обо всем в деталях. Экстренная коммунальная помощь сегодня потребовалась детскому саду на улице Амирхана, 35. Здесь не выдержали ливневки и затопило все ближайшие дворы. Поэтому забивается. Шквал звонков сегодня просто накрыл горячие линии казанских служб по очистке ливневок. Мэрия Казани на улице вывела сотни единиц спецтехники. Звонки принимают как в районных администрациях, так и в городском исполкоме. Ситуация осложняется и порывами ветра до 25 метров в секунду. Повалены деревья на Даурской, опрокинуты табло и щиты на Академика Сахарова. Фотографиями непогоды жители делятся в соцсетях. У меня вот гипертония, так мне тяжеловато. Сложно к репетитору передвигаться, в школу то же самое. И, в принципе, это создает какое-либо неудобство. Настроение портится, сырость неприятная, сумрак. Накануне из-за аномальной погоды часть жителей Московского района Казани остались без электричества. Были обесточены 50 домов. Аварию на линиях устраняли в течение 1,5 часа. По дорогам Казани в час пик растеклись 8-бальные пробки. Самые крупные заторы на проспекте Победы, Аграрной, Гвардейской, Оренбургском тракте. Не выдержали непогоду более 20 казанских светофоров. Оказалось, их просто залило водой. На место для регулирования движения выехали сотрудники ДПС. Поломками же занялся исполком. Из-за сильного дождя с порывистым ветром нарушились контакты в самих светофорах, либо в приемных коробках, опорах. Сотрудники ОСУД Казани оперативно выехали на проблемные объекты. Сейчас в нормативное состояние приведены 16 светофоров. На остальных работы продолжаются. О непогоде татарстанцев предупредили заранее. Из-за надвигающейся стихии в республике было объявлено штормовое предупреждение. В общем-то, большая вероятность, что будет новый температурный рекорд установлен. Кроме этого, ожидается очень интенсивное падение атмосферного давления. Метеозависимым людям стоит на это обратить особое внимание. Таким был последний день осени. В первые дни зимы температура воздуха в республике несколько раз будет переходить нулевую отметку. Кроме того, продолжатся дожди и мокрый снег. Дмитрий Аринин, Олег Мыльников, Данил Филатов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Непогода проверила качество капитального ремонта на прочность. Испытаний в некоторых домах подрядчики провалили. Потоп сегодня в Кировском, Приволжском и Советском районах Казани. Водопады дождя в многоэтажках Челнов и Нижнекамска. Итак, почему жители готовы поменяться квартирами с подрядчиками капремонта, узнал Тагир Валиди. Вот я бы с удовольствием вот эту квартиру бы отдал тому начальнику, кто затеял ремонт, а пусть он свою квартиру мне отдаст, так пусть он сюда въезжает. Валентин Лопатин живет в 111-м доме по Рихарда Зорге. Последний дождь осени обнажил проблемы капремонта. Отремонтировать крышу здесь должны были еще в сентябре. Завтра зима, рабочих нет, с крыши течет. Или инсульт у меня, или инфаркт случится. Я больной человек, и жена вот такая же, так? И что будет? Кто будет за это отвечать? Сволочи! От затянувшегося ремонта сдают нервы. Потолки в пятнах, обои изуродованы. Обои все отваливаются. Вот эти вот обои только держатся за счет того, что вот эта труба. Видите, все отвалилось.
В соседней квартире картина не лучше. Ведра и тряпки здесь – часть интерьера. Где даже не тепло, начало уже течь. Крышу вроде сделают, а никак ничего до ума не доведут. В многоквартирном доме по адресу Зорге 111 настоящий потоп. Мы видим, как по трубам течет вода, а на полу уже образовались настоящие лужи. Здесь даже кто-то специально приготовил тряпку, чтобы протирать коридор. Похоже, что ситуация в этом доме настолько критическая, что в соседнем подъезде наша съемочная группа встретила заместителя руководителя исполкома города. По его словам, ущерб жителям возместят. В таких ситуациях жители сообщают в управляющую организацию, управляющую компанию, проводится оценка причиненного ущерба, и подрядная организация за счет страховки возмещает жителям ущерб. Там, как договорятся, кому-то надо, чтобы сделали ремонт непосредственно, кто сам не может сделать, кому-то возмещение деньгами. А это уже хрущевка на Комарова 10. Здесь затопило сразу 3 этажа. 5-й, 4-й, где мы сейчас находимся, и даже 3-й. В воздухе стоит запах сырости. О проблемах здесь в управляющей компании не слышали. Именно по этому дому пока заявок не было. Директора нет на месте. Он сейчас на объезде территории, потому что вот если показать вам открытую Казань, у нас все красное, потому что заявки аварийные. Происходят протечки последних этажей из-за того, что домам пора уже проводить капитальный ремонт, либо в домах был уже проведенный капитальный ремонт и некачественно. Подрядчик после того, как выполнил работу, несет ответственность в течение 5 лет на любой элемент капитального ремонта. Но на Комарова 10 капремонт был в 2015 году, так что возмещать ущерб жителям попросту уже некому. А это уже Кировский район, Светлая 24. По информации на баннере, здесь ремонт должны были завершить в ноябре 2021 года, то есть уже сегодня. Но крыши здесь фактически нет. Сегодня с утра начал у нас топить зал, то есть кухню начал топить. До этого к соседям заходил, у соседей там вообще. Сегодня уже у них потекло в ванной. Они там полтазика воды сегодня набрали. Сегодня, да, с 5 утра вот я на ногах. Не знаю, когда это закончится. Не знают и в исполкоме, но обещают, что скоро. Мы в первую очередь сейчас должны закрыть эти крыши, сделать как можно быстрее так, чтобы эти крыши не протекали. Для этого мы, как технический заказчик, привлекали еще дополнительных людей, где-то просим содействия управляющих организаций. Еще раз, конечно, хочу принести извинения, в первую очередь, за тех подрядчиков, которые допустили сырой срок. От дождей пострадали сегодня и челнинцы. В 26-м комплексе, в 18-м доме, жители не могли выйти в подъезд. С 4-го этажа водопадом уже текла вода. 1-й этаж, 2-й этаж, вообще у нас уже водой было заполнено. Все это стекало в подвал. Жители этого дома настаивают на капремонте уже несколько лет, но в программу так и не попали. Тагир Валиди, Олег Мыльников, Вадим Илларионов, Ленар Бекмухаметов, ТНВ, Татарстан. Домашнего ареста не будет. Сегодня Вахитовский суд Казани оставил в СИЗО обвиняемых по делу о краже сейфа с 15 миллионами из отдела Следственного комитета. На скамье подсудимых 4 человека. Организатор налета, экс-следователь, криминалист Марат Шакиров, еще один фигурант в федеральном розыске. Напомним, дерзкое ограбление произошло в начале октября. Почему Фемида не пошла навстречу защите, расскажет Рамиль Галиуллин. Прячет лицо и сдерживает эмоции. Это Марат Шакиров. Бывший следователь-криминалист. По материалам дела организовал кражу из отдела Следственного комитета Казани. С журналистами сегодня общаться не стал. Почему пошли на преступление? Согласно материалам уголовного дела, в ночь с 3 на 4 октября Шакиров с 4 сообщниками выкрал из здания Следкома на Карла Маркса сейф, в котором было 15 миллионов рублей. Подъехали на своем личном автомашине к зданию отдела Следственного комитета России по Республике Татарстан и путем устранения сигнализации вскрыли окно, перерезав металлические прутья, и вытащили сейф, который похитили, и скрылись. Тем самым распорядились похищенным по своему усмотрению. 4 участников ограбления задержали по горячим следам сразу после нападения в начале октября. Тогда суд отправил их в СИЗО на время следствия. Сегодня адвокат обвиняемого просил о смягчении меры пресечения вплоть до домашнего ареста. Однако следователь настоял на продлении срока ареста до 4 февраля, обосновав это тем, что 5-й фигурант дела Дживан Мхитарян в розыске, а основная часть краденого еще не найдена. Указанные обстоятельства может побудить Шакирова скрыться от органов следствия суда в случае избрания в отношении него иной меры пресечения, связанной
содержания под стражей. В итоге суд согласился с доводами следствия. Продлить срок содержания под стражей меня Шакирова Марата Ленаровича на 2 месяца, но в суд всего до 3 месяцев, 29 суток, то есть до 4 февраля 2022 года. Такая же участь постигла и 3 других обвиняемых – Данила Еленсона, Руслана Нургалиева и Никиту Карабаева. Все признали свою вину. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Таким образом, все фигуранты дела останутся за решеткой минимум до 4 февраля. Расследование уголовного дела продолжается. Рамиль Галиуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 242 новых случая коронавируса. 82 человека госпитализированы, сообщает оперативный штаб. Заболевших традиционно много в больших городах, в Казани и Челнах. Сегодня 11 случаев зафиксировано в Чистополе, 10 в Спасском районе, 9 в Нурлате, по 8 в Буинске и Елабуге. В стране за понедельник 32 648 новых случаев ковида. 1229 жителей скончались. В нашей республике за сутки привились 10 530 татарстанцев. Рост нелегального табачного рынка заставит Центр поделиться акцизами с регионами. Масштабы серого рынка и о каких суммах идет речь, читайте в интернет-газете «Реальное время». Завтра истекает срок уплаты имущественных налогов физлицами. Если налогоплательщик не заплатит их вовремя, то уже со 2 декабря он становится должником. Сегодня Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендовала заплатить имущественные налоги, иначе за каждый просроченный день будут начисляться пени. В Татарстане сегодня более 2 миллионов налогоплательщиков. Должникам грозит суд и общение с приставами. Также неплательщики не смогут выехать за пределы страны и получать госуслуги, включая меры соцподдержки. Татарстан вошел в число регионов-лидеров по числу жителей, прошедших перепись населения на госуслугах. Таковых 17%. Ожидали большего, отметила сегодня глава Татарстанстата Наталья Гатауллина. Сейчас идет обработка полученных данных. Предварительные результаты переписи населения будут известны в конце января 2022 года. Окончательный итог огласят в декабре. В Татарстане есть люди, которые отказались от участия в переписи. Информацию о них возьмут из административных данных. Татарстан в лидерах по абсолютному количеству принявших участие в электронной переписи. А если говорить о процентном соотношении, мы ждали немножко большую цифру, хотя, опять же, и по этой цифре мы находимся на верхних позициях. Год родных языков в Татарстане близится к завершению. Сегодня в Казани подвели его итоги в столице. Это десятки различных проектов в образовании, культуре и спорте. От курсов татарского языка для работников сферы услуг до тематического поезда в метро. Все проекты вспомнили за круглым столом в татарской гимназии номер 12. Какие были самыми яркими и что ждет родные языки в следующем году, узнала Лина Зинатуллина. Школьный театр, показ мод в национальных костюмах, музей Туфана Минуллина. Так воспитывают любовь к языку и культуре в 12-й гимназии Казани. Год родных языков вновь поднял вопросы качества преподавания татарского детям. Для учителей родного языка провели серию семинаров о современных методиках с ведущими педагогами и иностранными экспертами. Вопрос мотивации. Мотивация всех участников образовательного процесса, как педагогов, учеников, так и их родителей. Понимание, для чего нужно изучать родной язык. Соответственно, это, наверное, один из основных вопросов, сложно решаемых вопросов, потому что остальные вопросы, материальные, технические и так далее, они так или иначе решаются. Весной онлайн-интенсив по татарскому языку провели для работников сферы услуг. Курсы прошли и муниципальные служащие. Среди проектов и спортивные и танцевальные занятия на татарском в парках и скверах, и молодежный уличный фестиваль Яңа Сабантуй с участием популярных исполнителей, и даже тематический поезд родных языков, запущенный в сентябре. Мы это подготовили максимально под разную возрастную категорию, чтобы каждый человек, когда он ехал на работу, когда он ехал просто в метро, едет он и видит какую-то интересную вещь для себя. Увидел, выучил пару интересных слов на татарском, на чувашском, на марийском, на других языках, узнал там какое-то правило по русскому языку, например, как правильно говорить или куда правильно ставить ударение, и счастливый, радостный пошел дальше по своим делам. У нас много совместных проектов со СМИ, телерадиокомпании «Новый век», ГТРК «Татарстан», Татмедиа. Отметил Марат Ахметов и роль СМИ в популяризации языка. В целом, главным результатом года родных языков стали опыт и понимание, как работать дальше, подвел он итог встречи. Казань ставит на 2022 год более масштабные задачи в этом плане, не ограничиваясь, что указанный год прошел и все забыли, нет.
Казань, руководство очень амбициозное. Я очень надеюсь, мы совместно с нашей комиссией все больше и лучших дел совершим и в следующем году. Вывески школ и других социальных объектов давно уже дублируются на 2 государственных языка. При этом главная улица Казани едва ли скажет жителю или туристу, что он в татарской столице. Из более чем 200 объектов вывески на татарском есть лишь у 8. Сейчас казанские депутаты готовят предложение Госсовету Республики о поправках в закон о языках, чтобы привить двуязычие и бизнесу. Лина Зинатульна, Алмаз Заиденов, ТНВ, Казань. В Татарстане увеличилось количество детей-инвалидов. Об этом сегодня сообщила глава Минсоцзащиты. Сейчас в республике 257 тысяч татарстанцев с ограниченными физическими возможностями. Для них в Татарстане выделяются гранты, предусмотрены специальные программы бесплатного обучения и трудоустройства. Завтра начинается декада инвалидов. Что будет, расскажет Алия Хайрудинова. Я столкнулась с проблемой, что у меня у сына тяжелая форма заболевания, у него текут слюни. Понятие взрослого слюнявчика его не существует, а проблему решать как-то надо. Далия Гайнанова узнала, что такое ДЦП 12 лет назад, когда впервые стала мамой. Сыну Тимуру нужны лекарства, реабилитация, удобная одежда и слюнявчики. Тогда из юриста Далия превратилась в швею. Теперь выпускает изделия не только для своего сына, но и помогает другим. Мы уже стали шить и постельное белье непромокаемое, потому что это частая проблема. И на матрасники и наволочки из специальной ткани. И хоспис Вавилова обеспечим грантом, и, получается, Дербышинский детский дом. Гранты, обеспечение средствами реабилитации, правовые консультации – это еще не все меры поддержки, на которые могут рассчитывать инвалиды. В Татарстане их 275 тысяч. Растет детская инвалидность. За последние 5 лет их стало больше на 1500. Сегодня медицина очень далеко вперед шагнула. Вы видите, мы выхаживаем достаточно сложных людей с массой тела, минимальной массой тела, родившихся и 500 граммовых. 10 лет тому назад этих технологий не было, и эти дети зачастую, так скажем, умирали, или в родах женщина теряла такого ребенка. Сегодня мы выхаживаем, и, конечно же, это общемировая тенденция. Главная причина инвалидности у взрослых – онкология, у детей – психические расстройства. Сегодня из-за эпидобстановки их статус продлевается автоматически. За 3 дня до окончания срока инвалидности по спискам, которые нам представляет Пенсионный фонд, продлеваем на 6 месяцев. На сегодняшний день уже порядка 40 тысяч взрослых уже воспользуются этой услугой. Обеспечение средствами реабилитации ведется за счет федеральных средств. В этом году на подгузники, пеленки, спецодежду выделили 1 миллиард 400 миллионов рублей. Сюда же входит и санаторно-курортное лечение. Услуга оказана почти 7 тысячам татарстанцам. Из-за пандемии такое лечение могут получить только привитые граждане. В декаду инвалидов по всей республике пройдут благотворительные ярмарки, бесплатные консультации юристов и сборы средств на реабилитацию инвалидов. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Больше информации вы найдете на наших интернет-ресурсах. Всего вам доброго. До встречи. Санатории Татнефти – это уникальное сочетание профессиональной медицинской помощи в сфере реабилитации с высоким уровнем комфорта и абсолютной безопасности. Также у нас проходит медицинская реабилитация пациентов с нарушением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Санатории Татнефти. Здоровье ближе, чем вы думаете. Уже сегодня большая поставка автомобилей Chery в Луидор. Только до 15 декабря успейте приобрести автомобили Chery на специальных условиях. Рассрочка под 0%. Первоначальный взнос 0 рублей. И кредит без переплат. Ждем вас в дилерском центре Chery Луидор по адресу город Казань. Улица Ярослава Гашека, 7, корпус 1. Телефон 8 800 2002 402. Черная пятница в Белке продолжается. Только до 5 декабря скидки до 70% на все шубы из норки, мутона и овечьей шерсти. Белка, Татарстан, 7. Светлая долина. Магазины, школы, детсады и уютные дворы. Квартиры в доме из надежного материала. Звоните 558 1053. Камал театры музыка һәм театр проектын тәкъдим итә. Һәм 1 декабрьдә Рөстәм Яхин иҗатына багышланган спектакль-концертка чакыра. Концертта театр артистлары катнаша. Махсус кунак Зөлфәт Фәхрәзиев, дирижер Данияр Соколов, режиссер Айдар Жаббаров. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Дисковые бороны «Дукат» — это качественная обработка полей на любом рельефе, в любую погоду, до 500 гектаров за сутки. Спешите за «Дукатом» в компанию «Агрокомпани».
Nissan, в РРТ купил, скидку 200 тысяч и резину получил. Автоцентр РРТ 212 30 10. В студии София Егорова. Здравствуйте. Переворачиваем календарь на зиму, а погода продолжает бить рекорды по количеству осадков и температуре. По данным сервиса Яндекс.Погода, предстоящие сутки Бугульме, Бавлаха и Азнакаево. Пасмурно, снег, местами с дождем. Днем плюс 2 градуса. Не исключены осадки в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Температура выше нормы, плюс 2-3 градуса днем. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши тепло и ветрено. Местами пройдет мокрый снег. В Арске, Гукмаре и Балтаси температурный фон по-прежнему выше нормы, до плюс 3 градусов. Днем осадки в виде снега, на дорогах гололедица. Неустойчивая погода в Болгаре, Дрожжином и Буинске. Здесь снежно и 0 плюс 2 градуса. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше тепло, но ветрено. Временами снег, утром местами туман. В четверг немного подморозит, но ненадолго. В Казани пасмурно, днем до плюс 3 градусов и стоит ждать мокрый снег. Ночью около 3 тепла. Ветер западный умеренный до сильного. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Магнитное поле Земли спокойное. Наша республика продолжает располагаться в теплой и неустойчивой воздушной массе. И в ближайшее время стабильности в погоде ждать не стоит. На этом наш выпуск завершен. До свидания.